Один из главных символов Северной Осетии на грани вымирания. О сохранении снежного барса говорили представители 5 соседних республик. Фонд дикой природы выделил средства на оптимизацию заповедников для редкого вида. Территории заказников были значительно расширены, и теперь при помощи электронной карты исследователи смогут наблюдать за местоположением дикого животного. Ирбис может помочь Северокавказскому региону стать привлекательным для туристов, альпинистов и исследователей всего мира. Проект по сохранению и восстановлению популяции дикой кошки будет активно этому способствовать. Сейчас в сочинских питомниках подрастают несколько маленьких барсов. Их планируют выпускать и в Северной Осетии. Барс, в принципе, он краснокнижное животное, и речь идет о его спасении. Ну и тем более республика в этом заинтересована, потому что герб республики, вы знаете, да, на центральном фоне это барс. В Северной Осетии стартовал первый этап обучения педагогов в школе точных наук. В Республиканском институте повышения квалификации учителям представили программу математической школы. Она состоит из 3 модулей – методического, практического и научного. Лекции будут читать специально приглашенные эксперты из других регионов страны. Среди них специалисты Новосибирского, Московского госуниверситетов, а также Южного математического института. Профессора подготовили специальный курс лекций, который прочтут нашим педагогам. Я думаю, что в Осетии это хорошо понимают, что такое общение. В этом жизнь. Общение бывает разное. Я надеюсь, что мое общение с учащимися, с учителями достаточно содержательное, достаточно полезное и для них, и для меня. 25 студентов Северокавказского горно-металлургического института отправились в Амурскую область на всероссийскую стройку космодрома «Восточный». В состав группы вошли второкурсники горно-геологического факультета. Это первый стройотряд в Северной Осетии, который отправляется на столь дальнее расстояние – 9000 километров. На Дальнем Востоке будущие специалисты пробудут 2 месяца. Работать им предстоит наравне с профессионалами. Северостинские студенческие отряды уже побывали в Норильске, Магадане, Хабаровске, Сочи и других городах России. Такой дальности, наверное, это первый отряд. И ребята на самом деле подготовленные, потому что Северокавказский горно-металлургический институт, он всегда с дисциплиной, у них бывает порядок, они готовят людей хорошо. Более 30 выпускников 8-й Бесланской школы получили аттестаты о среднем образовании. По традиции состоялась и торжественная передача ключа будущим 11-классникам. Кроме того, учеников, активно принимавших участие в школьной жизни, поощрили грамотами и дипломами. В этот же день ребята стали обладателями универсальных электронных карт. Помимо всего прочего, школьники смогут использовать ее как пропуск в учебное заведение. Как отмечают представители Республиканского центра информационных технологий, 8-я Бесланская школа – одна из передовых в Северной Осетии. Здесь активно внедряются информационные технологии. Теперь ученик может посещать учебное заведение посредством универсальной электронной карты. Данная система позволяет отправлять СМС-уведомления родителям, когда их ученик посещает учебное заведение, что дает родителю какое-то спокойствие, и он знает, что его ребенок в безопасности.